Под торжественный марш и бурные аплодисменты сибайцев на главную площадь города на машинах въезжают главные участники праздничного дня – ветераны Великой Отечественной войны. Героев-победителей с горожанами встречают глава администрации Халид Сулейманов и его заместители, депутаты городского совета, почетные граждане Сибая. Парад! Равняйсь! Сырно! Здравствуйте, товарищи юноармейцы! Здравия желаю, товарищ полковник! Поздравляю с 71-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Равнение на середину! Товарищ глава администрации, парад вознаменования 71-й годовщины победы в Великой Отечественной войне построен. Начальник отдела военного комиссариата Замиров. Здравствуйте, участники парада! Здравия желаю, товарищ глава администрации! Поздравляю вас с победой в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Программу мероприятия продолжил торжественный парад. Победным строем по центральной площади промаршировали участники боевых действий, воспитанники военно-патриотических клубов, учащиеся городских школ, студенты средних специальных и высших учебных заведений. Многие из идущих в колонне – победители олимпиад, активные участники военно-патриотических акций и спортивных соревнований. К торжественному параду присоединились и участники всероссийской акции «Бессмертный полк». С фотографий транспарантов глядели герои страны, пожилые и среднего возраста, совсем юные и молодые. 1418 дней и ночей продолжалась Великая Отечественная война. 27 миллионов несостоявшихся судеб, несбывшихся желаний, сотни тысяч исковерканных жизней. Великая Отечественная оставила неизгладимый след в истории нашей страны. Благодаря мужеству, героизму, бесстрашию солдат, единению и сплочению всего советского народа удалось победить вражескую силу, преодолеть тяжелый путь длиной в 4 года. День Победы был и будет, и должен навсегда оставаться самым важным и значимым днем в календаре. Все дни войны, от первого рокового до последнего победного, наш народ самоотверженно трудился и сражался во имя Великой Победы. Вечная слава солдатам Победы. Их подвиг на века останется в сердцах миллионов россиян, дорожащих миром, счастьем и свободой. «Во имя Победы» – название театрализованного представления говорит само за себя. Актерам драмтеатра, артистам концертно-театрального объединения, участникам образцовых коллективов детской школы искусств «Гульдар», «Сулпан» и «Осхон», детской музыкальной школы «Подсолнух» удалось воспроизвести на сцене весь ужас, страх и боль, который принесла с собой война. В ходе действия звучала тема блокадного Ленинграда. Далеко, тревожно, в военном году, под гром батареи у страны на виду стояли со взрослыми рядом мальчишки у стен Ленинграда. Стояли со взрослыми рядом мальчишки у стен Ленинграда. На парте осталась раскрытая тетрадь, не выпало им дописать, дочитать, когда навалили
сказать, но были они ленинградцы. Им было всего лишь 13, но были они ленинградцы. В далеком тревожном военном году погром батарей у страны на виду стояли со взрослыми рядом мальчишки у стен Ленинграда. Стояли со взрослыми рядом мальчишки у стен Ленинграда. Более 5000 ленинградских подростков за мужество и героизм, проявленные в дни блокады, были награждены медалями за оборону Ленинграда. Одним спасением от голода была для ленинградцев дорога жизни. Проходила она по Ладожскому озеру. По этой дороге под огнем противника перевозили хлеб в город, а обратно везли детей и раненых. Летом на баржах, зимой на машинах по льду. Ноября 1941 года норма выдачи хлеба в Ленинграде достигла своего минимума. Рабочим выдавалось 250 граммов хлеба в день, всем остальным 125 граммов. 125 граммов – это кусочек хлеба размером со спичечный коробок. И это была норма на весь день. Это было трудно назвать хлебом. Это была темно-коричневая липкая масса, отдававшая горечью. Она на 40% состояла из различных примесей, в число которых входила целлюлоза, получаемая из древесины. Пытаясь заглушить муки голода, люди ели домашних животных и птиц. Варили суп или студень из столярного клея, употребляли в пищу лекарства. Голодная смерть косила людей. Свыше 640 тысяч ленинградцев погибло от голода. Люди ели медленно и сосредоточенно, не теряя ни крошки. Они знали цену хлеба. Автор сценария – методист Центра народной культуры и досуга Гузель Сангизова, режиссеры постановки – ведущие специалисты Фаниль Асадуллин, Дамир Галимов и Вакиль Юсупов. Смотреть представление без слез и эмоций было просто невозможно. Актерам и артистам удалось сыграть проникновенно, растрогав даже самого черствого зрителя. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Это день Победы, порохом пробах. Это праздник, с сединою на висках. Это радость, со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы.
мечей, не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Это день победы, порохом права. Это праздник, сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Уважаемые солдаты, давайте вместе с нами дружно споем эту песню. Дорогие ветераны и труженики тыла, от имени всех горожан желаю вам этот весенний день здоровья, благополучия, мира и добра. Оставайтесь для нас примером стойкости и жизнелюбия. Будьте рядом с нами со своими мудрыми советами и теплым участием. Праздничная концертная программа с участием профессиональных и самодеятельных творческих коллективов города придала празднику торжественность, подарила всем хорошее настроение, а у людей старшего поколения вызвала ностальгию. Со сцены звучали песни военных лет, которые никого не оставляют равнодушными. Здесь же, на центральной площади, развернулась праздничная торговля с участием предприятий местной промышленности, общественного питания и индивидуальных предпринимателей. Выставка продажи изделий декоративно-прикладного искусства. Для детей были организованы игры, конкурсы, эстафеты. День Победы – это действительно великий праздник и касается практически каждой семьи. У нас у родственников очень много участников. У меня папа фронтовик, слава богу, он еще живой, 91 год в этом году исполняется. Мама ветеран тыла. У папы 2 брата воевали. Один погиб в 43 году в Белоруссии, в Гомельской области, а второй тяжело раненый вернулся и недолго прожил и умер в 51 году. Одному 27 было лет, другому 28 лет. Война коснулась практически каждой семьи советской. Поэтому что хочется сказать? Самое главное, я считаю, мирного неба над головой. Конечно. Все деды, прадеды, все, конечно. Это, по-моему, в нашей стране каждого первого или второго коснулся. Практически все семьи прошли через это. Сегодня вот бессмертный полк шел, видели, да? Сколько все несли свои фотографии дедов, прадедов своих, фронтовиков. Видно, что помнят свою историю. Хорошо, правильно делают, так и надо. Молодцы, кто придумал вот это шествие бессмертного полка. Bir yaktan kıvançlılar, bir yaktan şu tipten tulkınlandırgız gün. Naşın benim atayım, Yunusbayev Ahmet Safa, Muhammedian oğlu Baymak rayonu, Seygafar ağılnıqı. Oğa mana былтыр 70 yıllık, Yengöдің 70 yıllığından aldынан bizge военкоматтан келіп haber ettiler. Oğa герой ismi берілген болған 45 yılda aprel ayında. Шул до конца эшлеп бitirilmegen. Это слезы на глазах. Вот сегодня передавали там Ленинград. Мой отец погиб за Ленинград. И он лежит на кладбище на Пискаревском. Там всем Курганов, там все военные, которые защищали этот Ленинград. Я потеряла своего отца в 4 года. Поэтому, как говорится, это слезы, это воспоминания. Но слава Богу, все хорошо теперь. Дай Бог, чтобы не было войны, дай Бог, чтобы все было, как всегда бывает в хорошем доме. Спасибо вам за это. И я работал при Оренбургской железной дороге. В 1945 году война кончилась, я лежал в госпитале. Здорово больной. Вот такие дела. Не прошла даже. А вот друга моего насмерть убила. Взрыв, и ему по голове. Мне вот тут, наверное, вот ямка, да? А его прямо. И он до утра не дошел. Погиб. А молодой был. Россия армия ветеранлары
киши менен Yazıkçılar Soyuzu ағзалары менен барамынан да елдересіне батты. Ветерандарды, тәу ветерандарын, оғыз ветерандарын құттылар едім. Алла Тағала оларға аттабар қаулық, сәлеметтік, тақытты отанғаны бала сағаларының изгіліктерін көріп, я очень благодарен нам за то, что мы сейчас очень хорошо живем, сытно как бы. Очень поздравляю их за то, что они нас защитили, то, что не дали фашистам занять наш город, страну нашу. Большое им огромное спасибо. Это важный праздник для нашей семьи. У нас все прадедушки воевали, все вернулись с войны, и мы каждый год включаем его семьей, чтим традиции нашей семьи. Это очень важный праздник. Нужно детям прививать. Нужно, чтобы дети помнили своих прадедов. Ну, у меня в войне умер дядя Сафаргалин Гайзулла Сибагатович. И также дед участвовал в войне, но он пришел с войны, и как бы для меня это праздник. Я чту, я как бы это, участникам благодарна очень. Ветерандарға зор рахмет білдіргім келе, сүнке олар берге тыныслық, яшәргә мына Ходай берді бит инде, шуңа уларга зур рәхмәт инде. Һау булгандар, без горурланабыз безнең ветерандар менән. Жалко, конечно, что мало осталось ветеранов. Да, им, смотрю, им и ходить тяжело, они сидят, смотрят, но мы рады, что они вот могут посмотреть такой концерт, все увидеть, порадоваться за всех, что все рады. Великий праздник, просто мы узнаем цену победы, видим по ветеранам, как им было тяжело, какой ценой это было завоевано. Гордимся этим праздником. Великая Отечественная. Все дальше уходят годы, опаленные войной. Уже не одно поколение наших соотечественников встречает мирную, счастливую весну без залпов орудий и автоматных очередей, сытыми и счастливыми. И снова звучат как заклинание слова «Никогда больше». Yeşillik sakızın üterlerin bilmeyinse Uzaklardan oskanları dürler göğür Yeliler yutukan yenler ele tumdu geleder Şu günlerini bilge kabat kaytarırga tumdu geleder Umdu
dağlarında. Kolum saptandadı uçtu girendigi teginde. İnsafırgas yavga gittik yemliye yerdende. Mengen atımı un kanatımı himbatır yegit kurke. Haydinin menen utka ingen batır yegit il kurke. Doğan yerden site alıqta bir handu asmamın dınlanan Hağın uğa harı hağışqa Tuğda almay kuşlap yarlanım Sermigel oğın sitildim Andu asın yaray gittildim Başkayındı alır yerlerge Baydan baydan doğan yerlerge Her migeli oğun sitildim Andu asın yaray gittildim